от дирижера идут какие-то флюиды или не идут, вот это самое главное. Искусственно это сделать, ну, практически невозможно. Можно, конечно, каким-то образом на короткое время себя как-то, вот я сейчас задачу поставить, я приду сейчас, но это все искусственно, это все подается, передается, и музыканты это чувствуют. Тут фальшь не спрячешь, тут некуда ее спрятать. Ты перед музыкантами гол просто. Говорят, что вот музыканты, опытные оркестры, оркестранты, даже по шагам дирижера, который заходит, вот, например, в оркестровую яму в театре, уже знают, как сегодня пойдет спектакль. Уже знают, как дирижер тут заходит, и вот пока он доходит до пульта дирижерского, уже они говорят, ну, мы знаем, что сегодня уже будет. И они сидят в оркестре, даже если они молчат, они все про тебя понимают. А теперь ускоряем. Со второго такта уже ускоряем. Упираетесь, как танки, и все, понимаете? Все, мы уже не вошли в ритм. То, что они не смотрят, это не значит, что они не видят. Не обязательно смотреть на дирижера, нужно же еще смотреть в ноты. Но передача происходит, язык дирижерского жеста. Это форма общения с музыкантами. И чем дирижер внутренне наполнен и богат, тем больше передается туда каких-то нитей, этих флюидов. Музыканты способны это все расшифровывать. Вот они это расшифровывают и передают в своем исполнении. Запись – это особая форма работы, потому что нужно работать под определенный метроном. Когда ты в наушниках и музыканты, это очень трудная работа. Здесь ты не можешь свои эмоции здесь выразить, потому что здесь нужно очень филигранно, точно все дело сделать. Сейчас мы начали сезон. После такого длительного, в общем-то, периода молчания мы не останавливались. Мы продолжали группами писать музыку, писать белорусских авторов. Это наш замечательный белорусский композитор Александр Литвиновский. Медленновато, да? А как переводится у вас это? Праздник. Ну вот праздник не получается, да? Как говорил Римский-Корсаков уже более 150 лет назад, что дирижирование – дело темное, и она за эти годы не посветлела, понимаете? Потому что здесь столько нюансов и всего, почему один и тот же оркестр разным дирижерам играет по-разному. У кого-то он холодный оркестр, у кого-то появляются какие-то нотки вдруг эмоциональные, что зал сразу замолкает, и приковано внимание, идут флюиды какие-то или не идут.
многие зрители, да, находясь в зрительном зале, да, не понимают, зачем он стоит там и что-то изображает, тоже задаются вопросом, почему оркестр не может ли сам. И в начале 20-х годов в СССР, когда после революции пошла волна, вот, откажемся от начальников, руководителей, и Московская ассоциация музыкантов, они решили лозунг выдвинуть «Работаем без дирижеров, без начальников». И образовался симфонический оркестр «Персимфанс». И они мучились, выясняли отношения на репетициях, ругались. А в Питере не пошли тогда, в Ленинграде, на это дело. И это буквально просуществовало недолгое время, и пришли к тому, что надо все-таки, чтобы был один начальник, узурпатор. Начало вступления, громче, тише, быстрее, медленнее. Это все элементарно. Сейчас музыканты и сами могут сделать. Но дирижер настоящий делает концепцию. Делает о чем? О чем это? Раскрывает характер музыки, вот, рассказывает о каких-то подробностях, которые у автора между строк написаны, музыкальных. Вот тогда создается творение. В Минске был концерт, авторский концерт композитора Тихона Николаевича Хренникова, где он привез молодого, тогда еще подающего надежды дирижера. Он уже был лауреатом конкурса Караяна в Западном Берлине. Это Валерий Гергиев. Я был на репетиции, познакомился с ним, сказал ему, что я занимаюсь дирижированием. Он говорит: ну, приезжайте в Ленинград, я вас познакомлю с профессором своим. Вот когда мы приехали в Ленинград, все повели на экскурсии, а я с нотами тихонько в класс туда. Гергиев меня встретил, привел к профессору. Илья Александрович занимался вторник, четверг, пятница. Но я надеялся, что вот я в этот четверг и покажусь. Заканчивается урок у него, смотрю, поднимаются концертмейстеры, уходят. Я думаю, ну, забыл, наверное, профессор, возраст. Поворачивая голову ко мне, говорит: вы завтра покажетесь обязательно. И я думаю, ну, поскольку на Питер было отведено у нас 2 дня, мы ночевали в своем турпоезде на запасных путях в Ленинграде. На завтра я пришел, урок идет, уже чувствуется, уже идет к финишу. Ну, думаю, все, забыл профессор. И тут вдруг он поворачивает голову, говорит: подождите, не расходитесь, у нас из Минска еще есть вот товарищ из Минска. Ну вот. И пошел урок, я показал увертюру «Фантазию» Чайковского «Ромео и Джульетта». Где-то в середине он меня остановил, говорит: ну что, я вам предлагаю поступать. Я говорю: ну, мне еще 2 года учиться. Ну почему? Говорит: в этом году вступительное, пожалуйста. Вот. А дальше нужно было каким-то образом из консерватории забрать документы. Это уже триллер был почти. Люди, которые помогли, просто понимали, ну, если не поступлю, поставим обратно. А вот после этого было, как я не возвратил его, вот там пострадали некоторые.
А Илья Александрович, это уже был 75-летний мэтр, профессор. И мне казалось, что он до такой степени старый, древний, но энергичный. И я был на 5 его их юбилеях. 75, 80, 85, 90, 95. С каждым 5-летием он все становился моложе, моложе и моложе. И это было просто фантастично. Это такая школа колоссальная. Тогда учился у него фактически весь мир. Он преподавал фактически всему миру. Можно научить инструменталиста, можно научить играть на любом инструменте, хуже, лучше, очень хорошо. А дирижер – это высшее проявление музыкальных способностей, это штучная профессия, так же, как и балетмейстер, режиссер. Это такие творческие профессии, которые требуют, в общем-то, специфических музыкальных способностей. Ты получаешь диплом, в котором написано, что тебе присваивается квалификация дирижера симфонического и оперного оркестра. Но это только запись в дипломе. А дальше начинается жизнь. И вот если отсутствие этих специфических музыкальных способностей, дальше и раскрывается. Насколько у тебя этот багаж есть, насколько тебя Боженька одарил и родители. Но самое главное, после родителей – учителя. Если ты попал сразу изначально в нужные руки, и вот это дает тогда возможность дальнейшему правильному, в общем-то, движению по жизни. Мне повезло. Мне сразу изначально, начиная из Могилева, появился Иванов Леонид Леонидович, дальше Абрамис, пошел Питер, Грикуров, Мусин, Тимирканов. И еще одну фамилию я назову, выдающегося дирижера, Провоторова Геннадия Пантелеймоновича. 25 лет мы с ним общались, и я считаю его тоже одним из своих учителей. С 1984 года я преподаю в Белорусской государственной консерватории, теперь Академии музыки, педагогика. Вот я сейчас уже это признаю. Думаю, что это основная моя жизненная судьба. Это получается. Музыка же состоит не из каких-то раздельных элементов, поэтому дирижер должен разгадать из этих значков каких-то должен объяснить оркестру суть, что хотел автор. Тогда оживает эта музыкальная ткань и создается уже какой-то образ. Тогда два такта до ям-пам-пим-пам. И сухими. Это, между прочим,
папи-пам, тим, папи-пам, тим. Спокойнее. Спокойно. Смотри. И та-та, ти-та-ри, та-та, та-та. Я папа-пап. Тромбон идет там, тим, та-та. Папа, папа. И тихо. Смотри, я отпускаю оркестр. Сам Смотри, чем отличается. Я даю дышать. Дирижирование все-таки мужская профессия. Но, как говорил Илья Александрович Мусин, что, говорит, в моем классе есть некоторые девушки, которые по своей энергетике, музыкальным данным превосходят многих моих студентов-мужчин. Вот у меня в классе Валерия Рыбинская, которую, я надеюсь, вот, они еще услышат в будущем. Неожиданность не только для зрителей, но и для музыкантов. Крещендо, трема струнные должны сделать от пиано к форте, как электротоком в третью долю. А ты просто делаешь чуть-чуть громче. Чуть громче – это ни о чем, понимаешь? Они тира-ти-там, тира-рира. Раздался звонок как-то в общежитии консерватории. Не было мобильников, ничего. Просили перезвонить. Я пошел на междугороднюю связь, где за 15 копеек тогда можно было позвонить в межгород. Поменял себе жменю этих пятнашек. А это звонил Абрамис Исмаилович. Сказал, что надо завтра приехать в Минск, есть разговор. Он приехал в Минск. Он говорит, вот я тут приболел, а завтра спектакль Сильва Кальмана, оперетта. Надо продирижировать. Я говорю, ну я же... Ну, он скрывает ноты, говорит, ну а кто не знает Сильву? Все же знают. Полистаешь, посмотришь. И на завтра я вышел без репетиции на спектакль. А оказалось, что это были смотрины. Начальник управления театра музучреждений и заведений Бузук Ростислав Леонидович. Вот тогда мы с ним познакомились. Это был декабрь 80-го года, 40 лет назад. И после этого спектакля я был принят на работу. И началась кочевая жизнь между Ленинградом и Минском. Мне казалось, что я запросто все могу. Потом жизнь в этом очень часто разубеждала и говорила, подумай, тут надо поработать, остановиться. А 40-35 лет назад это было так. Раз и пошел. Без репетиции запросто. Это тоже можем. А сейчас нет, я говорю, нет, это надо порепетировать, это надо посмотреть, это надо поизучать. Половина третьего курса, 4 и 5 я уже катался туда-назад. Когда не успевал, летал самолетом. Благо в то время это было возможно, потому что действовали для студентов было 50% на железную дорогу и самолет. Поэтому за стипендию 40 рублей я мог 4 раза съездить на поезде за месяц и 1 раз летать в самолет. Все время в дороге, на месте не сижу, и вот до сих пор теперь это дорога Минск-Брест,
23-й сезон мой симфонический оркестр Брестского академического театра драмы, где мы за это время сыграно около 400 программ. Не концертов, а программ. Все программы разные, практически не повторяющиеся, потому что город небольшой, публика ходит в основном уже у нас устоявшаяся, одна и та же, и второй раз играть ту же программу просто не имеет смысла. Природа, рыбалка, лес, ягоды, грибы. Вот я без этого не могу. И там просто освобождаешься, и голова освобождается, и мысли. Появляются какие-то идеи, когда в тишине сидишь, кроме того, что смотреть на поплавок, в голове же все время происходит работа. Особенно у дирижера, у творческого человека. Идет постоянно, побудешь, потом дорога обратно. Возникают проекты какие-то, программы, какие-то идеи. Вот этим и живешь. Я временем управляю, притом очень конкретно. Я уже думал, что последних 4 года надо как-то после 60-летия, да, остановиться, успокоиться и как-то спокойно уже, как многие говорят, ну, дальше надо просто себе посвятить жизнь. Тем более была одна операция сложная, вот, и как раз она случилась после 60-летия, была приостановка. Я написал заявление об уходе из концертного оркестра «Немига» по состоянию здоровья. Год я приходил в себя, продолжалась работа в Академии музыки. Ну, Брест, само собой, это дело святое. И через год меня позвали снова в «Немигу». Сейчас 4-й год. Пошло какое-то второе, третье, какое-то еще дыхание открылось. И теперь все это идет, идет, идет. И я смотрю, что уже тут не до остановки. И вот это все продолжается. И ну, я чувствую, ну, наверное, пока могу.